Всех приветствую! Мы приехали на ярмарку зимних изделий, поскольку зима у нас уже на носу. Так что посмотрим и покажем. Проходит она там же, в нашем институте ремесел. Здесь у нас представлены изделия из шерсти овцы, пончо, покрывала, и даже шапочки и носочки. Какая прелесть! Вон белые носки шерстяные, да. Ага, 40 тысяч. Там ценник я вижу на носочках. Шапочка тоже 40. Такие хочешь? А размер? Блин, какие красивые. Ну, мне такое не надо. Я думала, такие маленькие. Они высокие, но маленькие. Я без понятия, ты сама под себя выбирай. Решили брать самые большие, да, сразу по колено. Берем? Все, значит покупаем. Все, теперь не замерзнешь. Ну, блин, ну какая красота нашими холодными зимними днями. Пончо 200 тысяч. Gracias. Боже, какая красота. Говорю, пончо 200. Ага. О, это национальная пончо. Есть прям мастерицы, которые специализируются на его изготовлении. Интересно, сколько оно стоит? 2,5 миллиона. Это называется пончо de 60 listas. Так что, кто хочет прям супер-супер оригинальный и традиционный подарок, то рекомендуем. Гамаки. Вот, смотри, станок. Станок, вот. Так. Пряжа. Честно, у меня было предположение, что здесь, учитывая, в какой стране мы живем, это далеко не самая северная страна, а будут изделия в основном с хлопка. Я не ожидала, что здесь будет шерсть. Классно. Так. Не представляю, как оно все называется, но просто красиво. Все эти станочки. Сейчас еще один там есть. Прялочки. Детские вязаные игрушки. Так. Маленькая жилеточка внизу 100 тысяч. Зайчик в синем комбинезоне 185 тысяч. Куколка 250 тысяч. Ну, цены, скажем так, не маленькие. Это где-то 35, почти 40 долларов стоит кукла. Очень красиво. Покрывало из шерсти, пончо. Все из шерсти. И однозначно с такими изделиями замерзнуть зимой не получится. Маленькая детская, не пойму сколько. Но не может же маленькая эта пончо 40 тысяч стоит, да? Может и стоит. Да ладно, так мало, как у меня носки мои обошлись дороже. 40 тысяч. Угу. Ага, вот, да, еще стенки. 100 тысяч. Вот эта шаль. 80. Да, 80 тысяч. То есть цена более чем доступная. А вот еще носочки, ну, мои самые красивые. Береты. Что? Береты даже вон лежат. Где? Где табличка зеленая. Ага. Вот, да. Вышивка какая-то, или не вышивка.
Типа, знаешь, как по этому. Точно. И маски прямо... Маски с Няндути прям вышитые, сумочки. Так мило. Вот еще надо вот такую жилетку для полного счастья. Посмотри. Где? Вот, прям лежит. Почти тоже почти овцу на себя надеть. А стоит она 70 тысяч, да. Короче, можно в $20 закутаться по самое не могу. Напомню, что мы живем практически в тропиках. Востребовано шарф. Не, ну он реально востребовано, потому что когда привыкаешь к жаре, то потом 15 градусов зимой, это совсем холодно. Ой, какие еще розовенькие. Нет. Прям для любой модницы. А и шапочки розовые, детские, и с зайчиком. Вот тебе пончо такое. Да, месяц, а потом будет лежать. Да. Хотя это ж... Раз 10 за год его наденешь, а оставшиеся 11,5 месяцев Так, может, его тебе берет хранить. еще в Нет. комплекте? Нет, прямо изделия из овечки меня поразили. Ой, какие маленькие пинеточки. Ну да, это да. Прям на все возраста детям. И шапочки. Как возле каждого стенда есть табличка с данными у производителя. Здесь ассоциация Асарта, шерсть из овцы, Лана де ОВХ из Миссионеса. Так что прям с юга к нам приехали сюда мастерицы. Ух ты, подожди. Это получается шапка с длинными этими висельками. Да. Красавица. Здесь у нас еще вот такая разновидность чипы, которую жарят на деревянных палочках. Потом ее снимают, что можно и утеплиться, и покушать, и попугаев пролетающих послушать. Всем приятного просмотра, отличного настроения и до новых встреч!